Размножение и расселение зверьков происходит не только при благоприятной погоде, но и из-за поверхностной обработки почвы или же перенасыщенности зерновых колосовых. На одном таком небольшом участке мы обнаружили более 10 норок мышевидных грызунов. Одна маленькая мышь съедает больше 300 граммов пшеницы в сутки. Специалисты предупреждают, если не принять меры, то буквально за несколько недель агрокомплекс «Сунжа Фаворит» рискует потерять урожай, собранный с 20 гектаров. На данном поле отмечается заселение мышевидных с численностью в среднем 30 жилых нор на гектар, а максимально 40 жилых нор на гектар. Мышевидные грызуны относятся к особо опасным вредителям, которые наносят существенный вред всем сельхозугодиям, а также многолетним насаждениям. Они отличаются большой прожорливостью и плодовитостью, способны размножаться в любое время при оптимальных для них условиях. Грызуны активны круглый год. Летом в любое время суток, а зимой трапезничают в основном днем. Определить, кто именно обитает в этой норе, сразу не удастся. Но по словам специалистов, судя по размеру углубления, это точно не хомяк. Почти определить. С моментом размножаться. Сюда благоприятные условия сахалразят, но усатые зимние хамхалватти, дахки шорт-ходы. Сюда меры заранее готовиться надо, чтобы защитить то, что нам посеяно. Больше всего вред наносят полевки. Они питаются многолетней травой или озимой пшеницей, которую, кстати, выращивают на этой территории. Самый надежный и эффективный способ борьбы с грызунами – приманки. Также рекомендуют агротехнические мероприятия в целях профилактики. То есть это лущение стерни, уборка после уборочных остатков, глубокая вспашка. Также можно применять химические меры борьбы против мышевидных. Защитные мероприятия должны проводиться только после проведения обследования на сельхозугодиях в соответствии с требованиями СамПин и соблюдать технику безопасности. Такие фитосанитарные мониторинги сельхозполей, пастбищ и лесополос, чтобы выявить и узнать активность вредителей, специалисты Россельхозцентра проводят постоянно. А как известно, сезон холодов для грызунов – самое время хозяйничать в чужих складах. Хава Газикова, Магомед Дидигов. Новости 24.